Молодой и единственный Ингушский государственный университет, главная альма-матер республики, образована 23 апреля 1994 года. Тогда постановлением правительства России было создано первое высшее учебное заведение в регионе. Все время мечтали, будет ли то время, когда у нас в республике появится свой вуз. Вуз появился. Отрадно. Конечно, тяжело было на начальном этапе. Преподаватели, которые работали в Грозном, которые работали в Осетии, во Владикавказе и других областях нашей республики, собрались. И мы начали работать с нуля. Неподходящее под учебное заведение здание, отсутствие библиотечного фонда и материально-технической базы. Проблем было немало. Со временем число студентов только росло, и все это не мешало преподавательскому составу выпускать грамотных и благодарных специалистов. Я рад, что я первый выпускник Ингушского государственного университета. Это для меня большая честь. Я в университет поступал для того, чтобы получить знания. Получил ли я их или нет, это показал экзамен. Конечно, моя цель оправдана, я доволен, хотя и было нелегко. С каждым годом возможности росли, а база увеличилась. В начале 2000-х открывается здание филологического факультета, а в 2016 году второй столичный корпус, он же впоследствии и главный. Здание было возведено в форме раскрытой книги, символично, ведь знания доступны каждому. А в 2017-м заработал Национальный инжиниринговый центр инноваций и технологий. Это сырье у нас серной кислотой окисляется графит. Вот конечный продукт. Для чего оно нужно? Для очистки водных экосистем от загрязненных нефтью и нефтепродуктами. И также для очистки воды от ионов тяжелых металлов. Сорбенты, которые мы производим еще из растительного сырья, для той же цели используются. В университете ежегодно проходят всероссийские и международные научно-практические конференции, форумы и круглые столы. Студенты и преподаватели вуза становятся победителями различных конкурсов и олимпиад. Университет выпускает не только высококвалифицированные кадры, но и воспитывает высоконравственные качества в нем, способность взаимодействовать в обществе, быть полезным обществу, быть ответственным, высокопрофессиональным специалистом. На данном этапе в университете открываются новые специальности, новые направления. Университет стремится отвечать вызовам современного образования, современной науки. И справляется с этим хорошо. Так, в 2019-м здесь открывается нефтегазовое отдел, социальная работа, экология и природоиспользование, электроэнергетика и электротехника. Поэтому руководство университета делает все необходимое, чтобы занять молодежь полезным делом и сделать образование доступным для каждого в родном регионе. За последний год университет не только стал членом консорциума северокавказских вузов, он стал и инициировал сам консорциум совместно с Московским физико-техническим институтом. Мы заключили соглашение с Таганрогским научно-исследовательским институтом, руководитель которого совсем недавно посетил наш университет. Мы заключили соглашение и получили от института дорогой подарок, лабораторную линию. Договор своего рода – точка роста для развития фундаментальных наук в области новых технологий, который позволит создать лучшие условия для реализации потенциала молодого поколения в университете. Ученые ИНГУ теперь смогут проводить исследования и реализовывать совместные проекты. Никто и представить себе не мог 30 лет назад, что в республике будет свой студенческий городок, в который входят 2 бассейна, научная библиотека, досуговый центр и уникальный учебно-лабораторный корпус естественно-научных специальностей. Студенты работают настолько активно, конечно, эти условия как раз-таки создают эту активную работу. Активизировалась научная работа, студенты активно принимают участие в учебно-методической работе, в конференциях, даже на кафедре нормальной физиологии. У нас вот в прошлом году прошла международная конференция «Современная медицина глазами молодых исследователей» с изданием сборника, который будет входить и входит в РИНЦ. Вот. И, естественно, вот эта активность, она связана с замечательной базой. Кафедра анатомии человека, физиологии, химико-биологического факультета, микробиологии и многое другое. Сейчас учиться будет не только комфортно, но и интересно. Новый корпус построен в рамках федеральной целевой программы развития образования. Здание 9-этажное, оснащенное передовым оборудованием.
Отдельная гордость медицинского факультета – операционный блок, который максимально приближен к настоящему. Здесь есть все необходимое для проведения практических занятий, вплоть до рециркулятора воздуха. Еще одна инновация в сфере обучения студентов тонкостям анатомии и физиологии – это интерактивный анатомический 3D-стол, с помощью которого получится со всех ракурсов изучать системы и органы человеческого тела. На этом столе, вот видите, вот эти вот значки. Можно делать операции. Ну, давайте, мы захотели, допустим, порезать что-нибудь. Вот мы возьмем, порежем, запустим. То есть здесь можно тоже сделать срезы. И здесь еще один момент. Тут есть патологоанатомические снимки. То есть в условиях патологии как изменяется. Вот посмотрите, мы вырезали, да? И теперь мы можем увидеть, как внутри все устроено. От теории плавный переход к практике. При университете также появился аккредитационный симуляционный центр. Студентам-медикам станет проще оттачивать практические навыки и развивать клиническое мышление, а также отрабатывать свои знания по неотложной помощи на роботах-симуляторах. Здесь есть камеры, которые визуализируют время, когда студент зашел, когда он вышел, что он сказал, как это все происходило. Также в каждой станции по 2 камеры, по 2 микрофона. Эксперты между собой не переговариваются. То есть к чему это все? Абсолютная прозрачность проводимого экзаменационного контроля. То есть абсолютно. Если возникают какие-то вопросы, все хранится на сервере. Это можно поднять, можно сразу же подать апелляцию, посмотреть, что было. То есть если студент был с чем-то не согласен или какой-то сомнительный момент был, то есть в плане того, что была ли выполнена та или иная манипуляция, соответственно, это все может подниматься, можно будет определить, посмотреть и так далее. То есть абсолютно все прозрачно, и в этом есть большой плюс. Вместе с новым корпусом ИНГУ получил и международное признание образовательных программ. В 2021 вуз проходит процедуру официального подтверждения независимого агентства аккредитации и рейтинга. По всей стране такая аккредитация только у 7 вузов. По результатам работы международных экспертов ее получили такие направления, как химия, биология, лечебное дело. Я хочу стать хирургом в дальнейшем и активно готовлюсь к этому, естественно. Международная аккредитация – это, по сути, оценка российских учреждений, и я очень рада, что нашему вузу дали именно аккредитацию. Нам дали такие условия для обучения, и мы должны активно воспользоваться этими условиями. Анатомический музей, 2 операционные, специализированные лаборатории для химиков и биологов, оборудование для проведения онлайн-консилиумов. Университет и раньше выпускал высококвалифицированных специалистов, а с внедрением современного оборудования качество улучшилось вдвойне. Наши выпускники и нас радуют, потому что они работают в разных школах нашей республики. У них же наши будущие учителя, так сказать, проходят даже педагогическую практику. То есть они уже себя показали, какие они есть на самом деле. В наших городских школах, в сельских школах они работают. Вот. Ну, мне кажется, мы выпускаем настоящих профессионалов, но все равно мы на достигнутом не останавливаемся, стараемся расти, идти дальше. Еще одно направление – международная деятельность. Недавнего времени в ИНГУ выпускаются иностранные студенты. У нас обучаются студенты из Индии, порядка более 10 человек. У нас обучаются студенты из Афганистана, которые изучают русский язык. Программа обучения для иностранных студентов ведется на английском языке. Во всяком случае, определенные дисциплины ведутся на английском языке. Университет одновременно предлагает им изучение русского языка. Параллельно с учебой они познакомились с культурой нашей республики и, признаются, остались в восторге. Сейчас студенты только в процессе изучения языков, однако ребята стараются. Здравствуйте, меня зовут Комал, приехали из Индии. Мне нравится изучать в Ингус университет много, очень красивая. And I'm from the state I'm from is Rajasthan, and the cities I'm from is Bikaner. I'm 20 years old and I'm studying in first year medicine course. This English University is very good, and the teaching staff here are very good, and we have good infrastructures. People living here are very friendly. Первый раз иду сюда приехал, мы спросили студентам, они мне сказали, что нормально, что отлично, что красиво. А самое главное, люди тоже у него помогали здесь. А вот студентам из Афганистана сложнее. Их обучение ведется на 2 языках. Мехди Закис сейчас на 0-м курсе, по-другому подготовительный. Став участником программы приема иностранных студентов, из всех доступных вариантов выбрал ИНГУ и об этом не жалеет.
Учеба процесса пока нормально идет. Изучаем русский язык. А что самое сложное? В русском языку самое сложное это падежи. Нам трудно познать падежи, но справимся пока. А что больше всего нравится? Но здесь в Ингушетии ваша культура и наша культура похожа. На 99% мы одинаковые. Кстати, найти всю необходимую для этого литературу можно в научной библиотеке. Мультимедийный кабинет, несколько читальных залов, отдел комплектования и комната редкой книги. Современная библиотека превратилась в центр информационных технологий. Студентам в помощь. У них есть специальное программное обеспечение для смартфонов. Они могут зарегистрироваться с нашим логином, паролем, зайти и, в принципе, в любой точке мира с этим доступом они могут посмотреть. Это очень важно бывает для студентов, потому что во время сессий, во время каких-то мероприятий им нужен бывает быстрый доступ к этим данным. Невозможно носить вот такие стопки книг с собой, поэтому вот эти тысячные экземпляры, они у них есть все в смартфоне. Воспользовалась всеми этими возможностями и Марем Барахоева. Девушка учится на первом курсе направления цифровой экономики. Вместе с одногруппниками разработала программу по уменьшению безработицы в регионе. Конкретно наш проект связан с решением проблем по безработице в Ингушетии. Мы для решения этих проблем создаем приложение, в котором человек будет регистрироваться, там будет записывать все его данные, то есть это телефон, нет, это его возраст, его образование, его, там, где он проживает. Также может выбирать какие-то критерии, допустим, под какой график работы ему легче будет работать, может какая-то зарплата и так далее. Дальше, также плюс ко всему, люди, к примеру, если у них нет какой-то возможности передвигаться, ну, к примеру, инвалиды, они также могут находить себе работу по удаленке. В качестве дополнительного образования студенты выбирают различные творческие кружки, спортивные секции. Акромат Таркоев тоже зря времени не теряет. Также есть очень много всяких форумов различных, которые проходим тоже, где можно свои проекты презентовать, получать какие-то гранты для их реализации. Насколько важно проводить именно такую студенческую? Честно говоря, мне кажется, если всего этого бы не было бы намного скучнее. То есть просто приходишь на пары, учишься, а тут как бы еще и мероприятия, проекты. Ты пробуешь себя уже на первом курсе в чем-то новом. В 2019-м, после объявленного президентом страны года театра, в ВУЗе резко возрос интерес к этому виду искусства. Год пролетел быстро, а стремление осталось. Руководство не намерено оставлять творческую деятельность и всячески старается развиваться в этом направлении. Уже сейчас реализовалась, пусть не скромно будет, но это моя идея создания на филфаке театра поэтического слова. Он уже заработал, уже идут конкурсы, уже идут представления. И я надеюсь, что вскоре мы по республике будем ездить со своими поэтическими спектаклями. Не оставляет и волонтерскую деятельность. Студенты Ингушского госуниверситета ежегодно проводят акцию «Кахэтом» для воспитанников различных учреждений. На этот раз гуманитарная помощь направится жителям Донбасса. Мы занимаемся сбором первой необходимой помощи, а также медикаментами. Туда еще входит одежда, игрушки для детей и так далее и тому подобное. Мы знаем, какая там недавно находится обстановка, и мы стараемся всячески поддерживать тех людей, которые попали в такую спецоперацию. ИНГУ считается самым молодым классическим вузом в стране. Более 7 тысяч студентов, 310 преподавателей и 46 кафедр. Нам недостает дальнейшего инфраструктурного развития. Университету необходимо открытое спортивное поле, спортивная площадка. Мы планируем заниматься развитием инфраструктуры и, в частности, научно-лабораторные корпусы открывать. Обязательно строить свою поликлинику. Ну и другие, создавать наиболее привлекательные, комфортные условия не только для своих студентов, но и для тех, кто хотел бы и желал бы поступать. Университет должен становиться интернациональным. Вот эта компонента интернациональная, она должна развиваться. Развивается республика, а вместе с ним и университет, который открывает перспективные направления и сотрудничает с другими вузами. Впереди у студентов интересные занятия, исследовательские работы и, возможно, программы по обмену. Дальше больше. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.